Работа над оцифровкой русско-тувинского словаря из научного фонда Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований завершена. Всего 615 страниц было распознано компьютером. Сейчас дело за человеком. Необходимо исправить ошибки, которые допустила машина. Словарь, в принципе, это первый шаг для работы с языком в интернет-сфере. Словарь уже содержит перечень слов. Это значит, с помощью этих слов можно игры создавать. Любой другой человек, обращаясь к базе данных, случайно подбирая слова, может научить компьютер, например, составлять кроссворды. То есть это известная практика с языком. Это составление, так скажем, словесных игр. Также более серьезные направления – это значит работа с такими сервисами, как Яндекс.Переводчик, Google Переводчик. Открываются для нас такие перспективы. Помочь проверить машинный перевод и исправить выявленные недочеты вызвали студенты 3-го курса филологического факультета Тувинского государственного университета. Каждому волонтеру выделено 50 страниц, среди них и Шалбан Саян. По его мнению, создание электронного словаря – существенный вклад в развитие тувинского языка. Словарь будет полезным для студентов Тувинского государственного университета и школьников, которые изучают тувинский язык. Несложно будет с переводом на русский язык и на тувинский язык. Предварительно через 2 недели будет готов электронный русско-тувинский словарь. В планах у департамента создать приложение на основе словаря для смартфонов, различных операционных систем, а также словарем можно будет воспользоваться на общедоступном интернет-портале. Плюсов же создания электронного варианта словаря много. Будет возможность дополнять словарь новыми словами. Также словарь будет полезен всем тем, кто интересуется изучением тувинского языка. Ада Тюлюш, Азиана Чедамба, Александр Ожек, Тува 24.